Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Мы сегодня продолжаем изучать раздел «Что такое хорошо, что такое плохо». Тема урока «Терпение и труд все перетрут». Чему ты научишься сегодня на уроке? Ты научишься строить высказывания по теме и писать связные предложения. Задание первое. Собери пословицу. Без труда и рыбку из пруда не вытащишь. Запишите в тетрадь и объясни ее смысл. Правильно, ребята, это пословица о труде. Здесь говорится о том, что трудолюбивый человек добивается успеха. Задание второе. Послушайте рассказ Льва Николаевича Толстого «Две лягушки». Попали две лягушки в кувшин с молоком. Стали они грести лапками, чтобы не утонуть. Гребут, гребут и никак не могут выбраться из кувшина. Устали лягушки. Одна лягушка решила, что ничего не получится. Тут силы ее покинули, и она утонула. А вторая лягушка решила грести дальше. Гребла она, гребла и вдруг почувствовала, что стоит на чем-то твердом. Оказалось, что она сбила молоко в масло. Так и выбралась. Ответьте на вопрос, кто герой этого рассказа? Верно, две лягушки. Что с ними произошло? Правильно, они попали в кувшин с молоком. Как вы думаете, ребята, почему первая лягушка утонула, а вторая осталась жива? Правильно, первая лягушка решила, что у нее ничего не получится, и она утонула, а вторая лягушка, она решила грести дальше. Гребла она, гребла и выбралась, потому что она была очень трудолюбивой. Запомните и запишите слова. Кувшин – құмыра. Грести – есу. Задание третье. Составь из данных слов текст и запиши. Прилежная ученица держит тетради и учебники в порядке. Старательный ученик делает уроки хорошо. Эти дети достигнут в жизни успехов. Задание четвертое. Найди предложение. Какое у нас, ребята, получилось предложение? Правильно. Урок – это большой труд. Вспомним правила. Ударение – это выделение голосом одного из слогов. Гласный звук в ударном слоге называется ударным. Остальные гласные в слове безударными. Переделай вопросы и ответы так, чтобы слова-предметы стояли в единственном числе. Звуки какие? Звуки гласные. В единственном числе звук какой? Звук гласный. Какие бывают гласные звуки? Гласные звуки бывают ударные. Гласные звуки бывают безударные. В единственном числе какой бывает гласный звук? Гласный звук бывает ударный. Гласный звук бывает безударный. Задание пятое. Прочитай и сравни. Выдели голосом ударный слог. Еңбек, еңбекқор. Трудиться, трудолюбивый. Сабыр, сабырлы. Терпение, терпеливый. Жалқаулық, жалқау. Лень, ленивый. В отличие от русского языка, в словах на казахском языке ударение падает на последний слог. Задание шестое. Зрительный диктант. Внимательно прочитай эти словосочетания, запомни. Закройте учебник и запишите их в тетрадь по памяти. Прилежный ученик. Интересная книга.
дружные ребята. Подчеркни слова-признаки волнистой чертой. Задай вопросы от слов предметов к словам-признакам. Почему разные вопросы? Ученик какой? Прилежный. Это слово мужского рода, поэтому задаем вопрос «какой?». Книга какая? Интересная. Это слово женского рода. Задаем вопрос «какая?» Интересная. Ребята какие? Дружные. Это слово стоит во множественном числе. Задаем вопрос «какие?» Дружные. Запомните и запишите слова. Прилежный, оқыпты, терпеливый, шыдамды, трудолюбивый, еңбекқор, ленивый, жалқау, труд, еңбек. Задание 7. Выбери правильно. Вставь в текст подходящие по смыслу слова «сегодня», «завтра». Что говорит ленивый человек? «Завтра поучусь, а сегодня погуляю», говорит ленивый человек. А что говорит прилежный человек? «Завтра погуляю, а сегодня поучусь», говорит прилежный человек. О каких чертах характера человека говорится в тексте? Верно, ленивый, прилежный человек. Ребята, запомните, то, что нужно сделать сегодня, нельзя откладывать на завтра. Задание 8. Составь предложение. Используй слова прилежный, ленивый. Какая девочка плохо выполняет уроки? Конечно, ленивая девочка плохо выполняет уроки. Какая ученица всегда готова к урокам? Правильно, прилежная ученица всегда готова к урокам. Ребята, запомните пословицу: труд человека кормит, а лень портит. Спасибо вам за урок. До свидания.